Под этим деревом всегда были головли. Проверим, может и сегодня они там тоже есть. Так, ну поклевку нужно ждать именно там, поэтому... Опа. Сейчас без камеры поймал одного маленького, отпустил, грамм на 150, наверное. Опа. Можно здесь, конечно, поглубже поставить воблер. Посмотрим сейчас. Мы находимся на выходе из переката. Я думаю, сейчас еще поднимемся туда, прямо на сам перекат. Деньки стояли жаркие, скорее всего, рыба там на струе. Ну вот окунь подсел, отвалился без поклевки. А вот догоняет опять окунь маленький. Опять отвалился, что ли? Ага, еле сидит. Нет, сидит. Окушок маленький, ага. Маленький. Ай, блин. Отпускаем. Лучше не трясти, когда воблер перехлестнулся. Это редко приносит какой-то результат. Лучше просто взять воблер и отцепить. Из травы, да? Большой? У Романа там поклевка, и голавль затащил в траву. А ты кинул в траву, и он там схватил, да? Да, прям в траве, прям сразу. Ага. На поролон поверхностный вот этот вот, который мы с тобой покупали. Поролон поверхностный? Ну да, вот эти вот такие жуки. Ага, понял, да. На поверхностного жука. На самодельного. Ну я пробовал, как бы здесь тоже так, у меня не схватило. А на крайней рыбалке у меня тоже хороший голавль вот так вот схватил. Ну ладно, будем надеяться, что Ромка сейчас как вытащит голавля. Так что они вот в траве вон там вот стоят. Опа. Помочь тебе даже ничем не могу. Так, у меня не клюет здесь тоже на перспективную точку я подняться не смог. У меня трава намоталась на мотор. Ну, на винт. Мне пришлось остановиться там, где я остановился. Ловись, рыбка. Ловись, велика. Так, ну вот клюнула мала. Может, куда-нибудь клюнет, который будет и велика. Да, сейчас без камеры тоже поймал здесь маленького голавлика. А большого что-то нет. Прошла вниз лодка. Не знаю, будут назад подниматься, не будут, а распугают. Нам тут все не распугают. Но пока пугать-то даже нечего.
Хорошие голавлики не клюют. Так. Ой-ой-ой, кто это? Кто это там? Окунь, наверное. Да? Или голавлик маленький? Маленький голавлик. А клюнул как окунечек большенький. Ну вот такие вот голавлики у меня пока клюют. А крупные почему-то не клюют. Отпускаем. И еще раз туда забрасываем. И тишина. И только мертвые с косами стоят. Есть, ребята, но он не крупный. Опять не крупный. Ну, так скажем, покрупнее предыдущего, но совсем не крупный. Отпускаем. Воблер Гипноз от Пантон 21. Заглубление СР. Голавлик прям без удара, маленький, подсел. Где хорошие головли-то вообще непонятно. Опа. Ну это окунь. Это окунь, ребята. Так, ну-ка, иди домой. Так, сейчас мы попробуем секретное оружие. Секретное оружие. Ну-ка, где оно? Даже не в коробке лежит. А где? А вот где, ребята. Купил я юзурика. В прошлом сезоне у меня юзурик оторвался, и я решил вот в таком вот всеми любимом цвете приобрести тоже юзурика от Эльмину. Давайте его покажем местным головлям, может, опа, они его захотят скушать. Ой, летит как. Давайте, голавлики. Юзури Эльмину в 44 размере, ну, считается тоже головлиной классикой. Дальнобойный воблер, держащий струю. Ловит и головля, и изя, и щуку, и окуня. Но, видимо, не сегодня. Ромка пришел, ждал выхода, так и не дождался, говорит.
Больше у него там ничего не клюет, ни большой, ни маленький головой. Пришел ко мне, вот и сразу поймал окушка. Да, что-то прям не знаю, с каждым годом все хуже и хуже. Рыбалка по головлю. Ну, по-разному бывает. Может быть, где-то в другом месте клюет. Мы вот частенько на этот перекат заглядываем, да, а он, возможно, на другом где-то перекате. Кто? Окунь, да? Такой притормозил чуть-чуть, и он такой его гоняет. А так на ходу не хочет брать собаку. Ну, если они бы были хотя бы грамм по 200, по 250, а что они тут маленькие окушочки? Окунь, окунь. Да, сместились немного. Думал, маленький голавлик. Такой побольше, Да. да? Под бережком. Это какой-то воблер, который нравится окуню. Это Смит Камеон Супер твой, который только он с Алиэкспресс. А, Смит Камеон Супер, только с Алиэкспресс. Да. Реплика. Реплика, да? А я вот кидаю мегабас. Не, у меня таких воблеров, которые окуни нравятся, много. А я кидаю мегабас, Ромка, и не клюет. Мегабас. Это большой окунь или кто там? Бас. Да, и что-то. О. Да, что-то было, да? Ну, есть, сидит маленький. На мегабас. Маленький головлясь. Ну, как окунь. Нет, голавлик. Голавлик маленький. Ну такой что-то уже тут это, типа покрупнее. Да, в былые времена вот на этой отбойной струе хватали папки, головли. А сейчас что-то все прям верниково. Хоп туда, на сносик. И бабах. Грамм на 800, на 900. А сейчас вон на 150, на 200. Так, Роман продолжает окуней тут терроризировать. А мы хотим большого головля. Сменил приманку. А результат один и тот же. Головля нет. А головля нет. Опа. Отличный заброс. Блин, кепочку бы, конечно, кепку не взял я. Так и знал, вот будет солнце в лицо светить. И не клюет. Попался голавлик вот такой. Грамм, наверное, 200, 150. Пойдет. Пойдет. Большие что-то не берут. Да. Этот заказал себе лип-грипп замены попленника. А, ты еще без лип-гриппа, да? Роману Ну, думаю, так. сейчас это
щучий сезон начинается, как бы, ну, начнется. Вот из Лип-гриппа, да. гриппа будет грустно. Да. Щучку-то я тут тоже поймал. Если бы не лип-грипчик, все, как говорится. Пытаюсь на поверхностного жука соблазнить. Но что-то даже выходов нету. Разловил. Эльмину разловил. Опа. Ну, как я и говорил, это уловистая приманка является классикой. Так. Понадобится инструмент. Голавлик небольшой. На эльмину, на новый вот разловил. Да нет, уже прям вот с бурлилки вытащил, как бы уже подматывал. Там поднимается, да, вода? Опа, отпускаем его. Ну все, вубер разловлен. Но я даже в нем не сомневался. Вот. Отличная приманка. Но поклевку, естественно, я ожидал на сносе, а уже как бы вот здесь вот бурлилка, красота. И уже выматывал, и он клюнул. А я почему-то ждал поклевочку, конечно, там. Стою прямо на бурлилке. Воблер колотится там по камушкам, чувствую. Ну, голавль не клюет. Две утки он напротив меня. Только сейчас заметил. Он сейчас и на. Эх. Такие смотрят на меня, такие, ты что там кидаешь у нас? И не улетает, кстати. Что-то кушают там. Вот так вот маленько апстрим. Я предлагаю идти сплавом, короче. Есть, да? Нормально, что-то Ромка что-то нормальное поймал. Ага. Давай, давай. Ромка поймал голавлика. Ну да, уже такой грамм 300. Опа. Опа. Иду сплавом, ребята, и наконец-то более-менее хороший голавль клюнул. Сейчас его лип-гриппом возьму. Вообще не клюет. Прошел уже прям не знаю сколько. И наконец-то. Опа. Ну, вот это уже рыба похожа на голавль. Да?
Так меня тянет, да? Сейчас якорь сброшу. Опа. Подсачник дома забыл. Так, давайте его отпускать. Опа. Оп, ну взвешивать не будем. Что-то там меньше килограмма. Я не знаю, вот видно вам ромку или нет, да? Ромка от меня вот далеко. И еще вот столько же туда, да, так скажем, вверх по течению я прошел и ни одной поклевки не увидел. А вот здесь вот клюнул голавлик. Тоже вот хорошее место, да? Почка торчит, отбивается струя. Почему бы здесь не быть головлю? Как говорится, к сожалению, поклевку на камеру поймать не могу, потому что поклевки очень редкие. Очень редкие и в непонятных местах. И голавль-то как-то прям подсаживается, но не бьет сильно, как должен бить. Даже вот крупного поймал, так скажем, и он все равно как-то вот, ну, без удара схватил. После поимки встаю на якорь, пытаюсь обловить это место, ну, где клевало, да, но результатов ноль, как бы, единичный голавль, как бы, не знаю, там стайный, не стайный, но больше поклевок, как говорится, нету. Есть. Попался, но не крупный. Там на катушке вот его вывожу. Воблер с митками, он супер. Отпускаем головля. Отличная приманка. Дальнобойная. Самое то, как говорится. Ой. Да, поклевочку я жду, конечно, под тем берегом. Давайте. Быстро выматываем вкусное место. Вкусное место. Вот здесь. Опа. Был удар, есть. Сошел. Или не понял. Был удар.
якорь. Но сошел. Место вкусное, было очевидно, как говорится, но не засекся. Но не засекся. А второго шанса нет. Второго шанса нет уже. Ага, все. Был там голавль, но не поймал. Наконец-то с фрикциончиком клюнул. Голавлик. Ух, ух, ух. Вот тоже хорошенький тоже. С фрикциончиком клюнул. Сейчас якорь сброшу здесь. Опа. Подсачник я забыл, поэтому мы его сейчас опали грибом. Вот так вот. Иду с плавом, кидаю, поклевочки изредка есть. Но на якорь не стою. Опаньки. Так. Ну-ка. Опа. Вот такая рыбка, ребятки. Голавлик. Ну, я думаю, там, я не знаю, ну, грамм 500, может. Отпускаем. Домой. Фух. Ну, ладно, хотя бы два уже большеньких. Тут-то мы уж все распугали сейчас с этим другом. Ну и солнышко уже садится. Приехали-то мы поздно уже. Далеко за после обеда. Наверное, нужно уже возвращаться. Сейчас вот за те коряшки вот еще дойду. И встанем на мотор, будем подниматься к машине. Солнышко прям через кусты в глаза слепит. Не вижу. Так уж вообще приманку от слова совсем. Был тычок, вот еще один. Но что-то не крупное, наверное. Не крупный бодает, голавлик бодает, но не берет. Активного клёва-то нет. Чего вот за этими корчами что нету, голавля? Сейчас проверим. Аккуратненько вон туда положить. Нету, да? Еще разочек туда. Ох, была поклевка, ребята. Была поклевка. Поклевка вот есть.
реализации нет. Да, вот иду. Вот это вот вообще не нужно. Сейчас вот отцеплять все это. Добрасываю. Может, удастся доловить. Нет, второй раз уже не стал. Здесь быстро выматываем. Вот опять тыкает. Ну, вот такие вот некрупные, видимо, бодают. Не хочу вставать на якорь. Идем пока. Быстро. Сейчас попробую его освободить. Отпускаем. Только камеру отключил. И на плюх голавль отреагировал уже покрупнее. С фрикциончиком. Ага, хороший голавлик. Только камеру отключил, ребята, и бах! Воблер в шахте у него. Да, вот это хороший уже лобастый. Вот этот уже хороший, ребят. Этого взвесим. Оба. Давайте. На плюх сожрал. Камеру отключил. Воблер не меняю. Воблер с метками он. Супер. Голавль его прям вот в шахту сожрал. Все, воблер вытащил. Сейчас дужку закроем. Да, вот такой вот голавлик клюнул. Сейчас давайте мы его с вами по-быстренькому взвесим. — 915 граммов. Хороший голавлик. Да? Давайте его отпустим. Красава, спасибо большое за поклевочку тебе, друган. Тоже здесь очень интересное место. Сейчас голавлик после поклевки как бы замял поводок, перевязываться времени что-то нету, неохота. Немного выпрямил. Да, поклевка будет возле берега, но тут надо выматывать. Вот там. Нет, на камеру не клюет. Только камеру отключил, бах. Есть. Это такая тема есть, там закон камеры, вот это все дела. Все-таки решил перевязаться и сделать проход в этом месте. Еще один. Сейчас Роман почему-то не стал здесь кидать. Сейчас я его возьму, и мы с ним пройдем еще разок здесь.
Поставил новый поводок. Все, уговорил Ромку сделать еще один проход. Так, решили сделать еще один проход здесь, поднялись, кидаем. Меня вот со струи снесло маленько, но я добрасываю. Поклевку нужно ожидать именно под берегом. Здесь смысла, повторюсь, нету. Можно быстро выматывать и выбирать новую перспективную точку, да, например, вот за этими корчами. Хоба, солнышко слепит. О, блин, сход, ну что такое? Да я тебе говорю. Сход бодает, но не берет, то бишь голавль получается как бы, ну, не на пике активности как-то, не настроен. Все, нету, да? То есть доловить не получается. Боднул и в кусты. Пропускаем Ромку. Я не добрасываю. Быстро выматываем. Давай, Ром, как раз напротив тебя, кидай туда, закорчи за этим. Да, была поклевка, но я тебе говорю, у меня там тоже нормально, у меня тоже нормально дернуло. Только не засеклась нифига. Я тебе говорю, есть тут голавль. Да, вот здесь где-то у нас клюнул на 915 граммов. Все, поклевки нету, да? Пытаемся доловить зверька. Берёг прям сразу там. Поехали, сейчас будем ночью собираться. Комары сожрут. А? Вот он. Или это не тот? Не знаю, как знать, тот. Тот или не тот? Вот в чем вопрос. Вот он, да? Вот этот? Да. Дуплет у нас с Романом дуплет. Вот этот тот, да? Ага. С одного места вернулись. У нас тут были поклевки. Решили вернуться, встать на якорь и обловить это место. Опа. Покажешь, что у тебя там? Ага, Ромка, он и я утопил. За подмышку чуть не зацепил воплер. Все, надо ехать, сейчас будем ночью собираться, Рома.
Нет? Блин, надо еще туда сделать заброс, да, Роман? Вдруг там папа голавлю сейчас. Ты что там за этими корчами стоят? Ага, ага, вот еще один, смотри. Все-таки это стайная рыба, Роман. Да, да. Вот смотри какой на. Это кто вообще такой? Это вообще плотва, что ли, какая-то? Или что это? Кто это? Ну, это что-то на головля это не похож. Это либо подъязок маленький. Да. Да, если не понимаешь, голава ли это или ясь, значит это, мои дорогие, головлясь. Вот такой маленький головлясь. Отпускаем его. Ручки вытираем маленько. Это какая-то сорога, что ли? Сорога это крупная плотва, Роман. Да. А это был именно головлясь. Это был именно головлясь, Роман. Головлясь обыкновенный. То бишь за этими вот корнями там собралась маленькая стайка рыбы. Она, может, поэтому и не засекалась, когда мы с плавом тут шли. А вот встали, более тщательно туда кидаем и по имечке вот. О, Роман молодец, поймал ветку эту. Теперь мы наловились точно. Наловились точно, да, сворачиваемся, короче. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Увидимся на воде. Пока-пока. Пока!